Selam aleyküm hepinizge. Merhaba adet üzere. Endi adetimiz oldu. Güzel. Selamun aleyküm saygılı seyircilerimiz. Vaqt olğanı gibi Qatıq şousu ve biz endi adımladık. Yanı yılga 2024 senesini hepimiz için hayırlı olsun ve men eminim ki yanı yılda bizim show biznesimiz daha bir yüksek basamakka көтерілер. Bütün Kırım'ı Qatıq'nen seylaymiz. Keliniz bu yerden hem de bizden başlayıq bugün. Alim efendimiz her vakitteki gibi hazır. Селям. Ana. Супер. Сегодняшний авторский хатых я назвал поп-фэшн хатыга. Вот так вот. Güzel. Севили поострее, Сулейману без лимона. Ay sağ ol. Başlayıq. Pop fashion Qatıq çünkü biz bugün bizim Urba Fashion Day evet ve ve Arsen olacak. İşte işlerimizge geçeyik. Başlayımız. Karadeniz premiyasının müddetini biz uzayttık. Yani endi aprelin 1'ine kadar hürmetli seyircilerimiz sizin kliplerinizni bekleyimiz. Seyircilerimiz değil de daha çokça bizim artistlerimiz. Evet, doğru. Aslında işte yaxşı bir haber. Daha tekrar vakit sizge hazırlanmak, meraklı işler çıkarmak için beremiz. Onun için büyük zevkle sizin işlerinizni bekleyecekmiz ve daha bir kere hatırlatamız. Aprelin aynı 1'ine kadar sizin işlerinizni bekleyimiz. Premiya mükafatı hatırlatamız. $500 milyon. Kliplerinizni bekleyimiz. Ve da meraklı haberler yüz berdi. Aslında acayip paytaxtımızda meraklı merasimler o'tkerildi. Olar hakkında laf yürsetmesek menin fikrimce iş olmaz. Yani moda hakkında laf yürsetmege tavsiye etem. Aslında bu yılın en böyle parlak vakalarından biri bu Urba Fashion'ı elbette. Ve Kırım Tatar moda alemini böyle çevirdi. Karıştırdı, daha da parlak etti ve bilesizmi men özüm için yanı adlarını açtım. Dizaynerler meselesi hakkında. Aslında bu tedbir nasıl geçti? Bizde anda muhbirimiz, yardımcımız Алим Аблаев bulundu. Seyreteyik. Салям алейкум. С вами Хатых на выезде. Мы находимся на мероприятии Urba Fashion. Какой стиль носят крымские татары? Родился ли у нас свой Армани или Дольче Габбана? Узнаем сегодня на Urba Fashion. Как бы вы охарактеризовали стиль, который носят крымские татары? Женственный, элегантный и неповторимый. Чего вы ожидаете от сегодняшнего мероприятия? Хочется увидеть, как лично для меня на современном этапе синтезировано и нынешний день, ну и наше прошлое в нашем колорите национальном. Что ожидаете увидеть на сегодняшнем фэшн-показе? Хочу увидеть красоту в наших национальных колоритах. Как бы вы хотели, чтобы крымские татары выглядели в будущем? Какой стиль или какие-то пожелания? Вот сейчас будет показ. Я немножко подглядывала. И хотелось бы, чтобы в будущем мода была именно такой, как будет на показе. Крымские татары должны выглядеть так, чтобы это их украшало, чтобы это их целостность подчеркивало, чтобы это говорило, транслировало миру то, кем они являются. И в то же время, чтобы это было трендово, чтобы это было со вкусом и стильно. У нас сама своя культура, да, традиция, она подчеркивает какую-то характерность, особенность. И я думаю, что крымской татарской культуре, моде всегда есть что показать. Как бы вы охарактеризовали нынешнюю крымско-татарскую моду, стиль? На самом деле, я испытываю чувство гордости за то, что сейчас происходит с крымско-татарской модой. Сейчас девушки стали носить фесы, мужчины начали носить халпахи, сделали их частью повседневного образа. Это означает то, что мы сейчас на том уровне берлика и на том уровне единства, когда мы готовы уже внешне проявляться. То есть это идеально, я считаю.
Салям алейкум. Какой образ или коллекция сегодня запомнились вам больше всего? Мне больше всего запомнились образы из женского показа, детские. И очень яркое было начало одной из мужских коллекций. Конечно, мы все в восторге. Для нас это новый формат. Я, в принципе, думаю, для Крыма это новый формат. Мы очень рады, что появились люди, которые проявили инициативу создать такого масштаба мероприятия. Чок стал у нас организатором. Очень понравилось участвовать. Будем надеяться, что будем работать совместно еще. Любимый образ на сегодня у тебя какой был? Мой первый образ. Пальто из Шапки? Да, это было что-то очень сильное. В какой-то момент я подумал, я владелец этого автосалона. Забрал ты его себе? Но вполне возможно. Еще нет, но я думаю... Промокод хотя бы получишь? Естественно, конечно. Сегодняшнее мероприятие меня действительно порадовало качеством организации и подход каждого из дизайнеров. Они действительно отдались и сделали, на мой вкус, довольно серьезный результат. Надо быть инноватором, надо всегда задавать тренды и не сидеть на месте, только вперед. Чок сау болыңыз. Білесіз ме, менің сас мақсадым Қырым татарлары не қадар мувафақиет халық білдірмектір. Ve Kırım Tatarlar modadan anlagan bir halktır. Biz öz vatanda inkişaf edemiz ve böyle proyektlerini beceremiz. Çok sağ olun. Ну что, Достар, Урба Fashion Day подошел к концу. С вами был Хатых на выезде. Мы побываем там, где вы не успели. Смотрите, чтобы узнать, как стать стильным крымским татарином или татаркой. Супер. İşte böyle Men pek acayip beğendim. merasim. Yazık ki barmadım. Men bardım ve gerçek aytsam pek zevklandım. Anda tek tasavvur et. Büyük podyum, 60'tan ziyade modeller, 120'den ziyade çeşit meraklı obrazlar ve gerçekten de Asiye Abdurayimova büyük bir işini yaptı ve aslında proyektinin stilisti Halide Çilingirova idi. Afsus ki bugün onlar kelip olamadılar, lakin men umut etem ki yakın gelecekte onlarını da davet etermiz. Lakin bugün bizle beraberlikte süper dizaynerler. Gerçek aytsam men özüm için böyle yanılıkını açtım desem olacak. Çünkü men çok eşiteydim, lakin onların işlerinden tanış değil edim ve bugün biz onlarını Hatıq şovusuna davet ettik. Demek modellerimizni bugün de sen bugün to'xta, senin bugünkü obrazın. Mına böyle çıktım bugün, herkes ko'rsin. Mına böyle çıkışım bugün böyle Urba'da ve Nafile'deki bir kaçtaniyeden, evet. Sağ ol. Ve men de aytıp geçtim, Urba Fashion Day şovusunda 11 dizayner iştirak etti ve onların arasında kadınlar koleksiyasını hazırlagan. Men pek beğendim. Dizayner Eyla saygılı dostlar ve bugün Eyla Hanım bizle beraberlikte. Buyurunuz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Selamünaleyküm. Buyurunuz. Ve Akaylar koleksiyasını ve Süleyman bugün aynı bu brand urbasında giyindi. O evet. Def urbası ve onun dizayneri, onun yolbaşçısı Timur Mehmetov saygılı dostlar ve Timur Bey de bugün bizle beraberlikte. Kadimi Bahçesaray şehrinden gelgen. Bahçesaray'dan geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurunuz. Atıklar içemiz. Salim Bey. Buyurun. Итальян премиум хатығы. Специально для вас, Эйла. И строгий пацанский хатық специально для вас, Дев. Afiyetler olsun. Когда вам предложили участие в Urba Fashion Day, и я так понимаю, что были очень короткие сроки, как вы это восприняли? Это было страшно, потому что это впервые, либо это для вас было интересно? Страшно не было абсолютно, потому что даже не было возможности подумать, как-то согласие вырвалось само собой. Наверное, это было давнее желание, и поэтому не было желания как бы отказать. Для показа мы разработали полностью новые принты и новые идеи. До знакомства с Асия Ханум давно была идея создать коллекцию повседневной одежды с минималистичными элементами, которые удобно сочетать в своем гардеробе, постоянно спокойно на выход идти. И при этом есть какие-то детали, которые связаны с нашей культурой,
традициями, и они, как бы, скажем, греют душу. Взгляд со стороны. Как одеваются вообще в общей своей массе крымские татары? Есть ли вкус у крымских татар? Я считаю, что безусловно есть, потому что причем вкус именно крымских татар растет, развивается, можно сказать, со скоростью арифметической прогрессии. Смотря на наших девушек и молодых людей, можно сказать с точностью, с уверенностью, что вкус у людей хороший, на высоком уровне. Как развить хороший вкус? Это насмотренность должна быть какая-то, либо что-то нужно смотреть, много видеть. От чего зависит вообще? Это можно как-то в себе развить, либо так нужно родиться с хорошим вкусом? Я думаю, что развить, конечно же, можно, потому что, наверное, для любого человека прежде всего нужно утвердиться со своим собственным стилем. Стиль ты определяешь для себя сам по своему внутреннему мироощущению, мировоззрению. А на моду влияют внешние факторы. Когда ты уже определен со своим собственным стилем, тебе проще примерить мировые тенденции, и так рождается твой вкус, твой стиль. Это и насмотренность, естественно, тоже. Я увидела Urba Fashion и поняла, что это все нужно развивать и поднимать гораздо-гораздо выше. Как вы считаете, можем ли мы на сегодняшний день, например, привлечь инвесторов и масштабировать все коллекции, то есть сделать их гораздо больше, выйти за пределы Крыма, например? Я считаю, что модную индустрию крымских татар можно и нужно развивать, потому что у нашего народа очень богатое историческое, этническое наследие, которое нужно культивировать и внедрять в мир мировой моды. Почему нет? Например, я всегда себе задавала такой вопрос. Если мы, допустим, представляем, узбекский чапан, у всех рисуется перед глазами картинка, что это такое. Все имеют представление, что такое узбекский чапан. Потому что дизайнеры всех стран Центральной Азии активно культивируют свою национальную одежду и внедряют. Допустим, когда мы говорим, я не знаю, о норвежском каком-то узоре, и у всех в голове возникает этот свитер, со снежинками, с оленями. Этот свитер вошел в моду, когда начала культивироваться мода на лыжный спорт в начале 20 века. Допустим, когда мы говорим об одежде Чукотской национальной республики, мы сразу себе все можем представить рубаху из кожи оленя с капюшоном, с меховыми гетрами. И поэтому я всегда задавала себе вопрос, что бы такое можно было бы придумать. И мне кажется, крымско-татарские дизайнеры должны все этим вопросом задуматься. Как сделать, сконструировать, смоделировать тот образ крымско-татарского костюма, не вчерашнего, а сегодняшнего, чтобы тоже в мировой моде сразу бы рисовался бы этот образ, этот костюм. Чтобы не ошибиться, где-то год назад, по-моему, в Милане был показ мод именно Назие Эмиршах. Низе, да, извиняюсь. Очень многие крымские татары раскритиковали образы ее моделей, то есть на голое тело пиджак и фес. На мировом уровне это плохо или хорошо? Как-то это скажется на всех крымских татарах или... Я не могу себе позволить критиковать коллекцию дизайнера, который тоже вложил силы, труд, так она видит. А вообще нужно ли обращать внимание на критику? Как вы вообще относитесь к критике? Либо дизайнер идет вперед, он и должен уверенными шагами шагать. Критика очень важна. На основе конструктивной критики ты можешь принять правильное решение и улучшить, доработать свою коллекцию, образы, ту работу, которую ты делаешь. А у нас есть в Крыму люди, которые компетентно могли бы критиковать именно область моды? Потому что у нас много диванных критиков, которые просто сидят, смотрят, и там что-то не понравилось. Это не проблема, потому что ты сам понимаешь, кто диванный критик, а кто человек, за которым есть уже какой-то опыт. Человек, который сам что-то создавал, производил, задавал тренды. Для меня конструктивный критик – это Халиде Ханум. Я не знаю ни одну работу, которую бы она делала хорошо. Она делает только отлично. Все те проекты, в которых я с ней соприкасался, это были действительно
хорошие, весомые проекты, которые приятно смотреть и приятно, самое главное, в них участвовать. Вот под нашим сюжетом было очень много комментариев по поводу того, что дизайнерская одежда крымско-татарских дизайнеров, она недоступна многим. Говорили, что там это больше для бомонда, для людей обеспеченных. Так ли это? Каждый человек может, вот кто захотел бы, позволить себе носить вашу дизайнерскую одежду? Да вот ношу же, что ты начинаешь? Может. Мы это учли. Мы живем сейчас не в легкое время и зарабатывать довольно нелегко. Поэтому в нашей коллекции, которую мы продолжаем развивать, благодаря Urba Fashion мы презентовали свои первые работы, но на сегодняшний день уже появляются новые. Как я и говорил до этого, это повседневная одежда с минималистичными элементами. Она более доступная, и эту одежду легче сочетать с разными образами. Знаете, когда я работала над своей коллекцией, я вообще не думала о финансовой стороне исхода, потому что для меня работа над коллекцией это была как отдушина. Я для своей коллекции приобретала те ткани, которые я вижу в изделии, не потому что, чтобы они подошли под какой-то там в определенные рамки вложились, там финансовые или еще какие-то. Я не думала о том, куда это пойдет коллекция дальше, будет ли она продаваться, останется она ли просто у меня. Я просто делала в своем понимании идеальное изделие. И поэтому я уже потом оценивала стоимость. Естественно, изделия получились не дешевыми. Самое дорогое с вашей коллекции сколько стоит? Изделия кафтаны, да, сделаны с национальным колоритом, 65 тысяч. Элла Ханом, у вас очень интересные коллекции, сағылыңыз. И можно один вопрос вам? Конечно. Вдохновляетесь вы? У вас такие модели, интересные коллекции. Вы откуда вдохновляетесь такими идеями? Самый главный источник моего вдохновения вот всегда, во все времена, это природа, богатая природа Крыма. Если нужно было бы представлять крымских татар в мире, что бы вы обязательно добавили бы? Колпак. Хороший вопрос. У меня мышление чуть-чуть по-другому. Чтобы выйти на мировой уровень, нужно дать достойное высокое качество на внутреннем рынке. И я мыслю, допустим, как съесть слона. Слона съесть по кусочкам. Чтобы выйти на мировой, нужно задать хороший тренд здесь, чтобы местным жителям это действительно нравилось, и они имели желание это действительно носить. И когда даже диванные критики поменяют свое мнение, тогда можно идти дальше. Каждый крымский татарин, любой крымский татарин, каждый на своем поприще, своим родом деятельности должен хотя бы постараться рассказать миру о богатстве культуры и традиции нашего народа. Так и перед крымско-татарским дизайнером, у крымско-татарского дизайнера должна быть обязательно миссия внести в жизнь красоту национального колорита, в повседневную жизнь. И, конечно же, я не вижу причин, по которым мы не могли бы выйти на мировой уровень. Biz hepimiz böyle publiçni adamlarımız, bizim artistlerimiz, sizin, по вашему мнению, вот как одеваются наши артисты? Какие замечания? Люди, которые должны работать над своим сценическим образом, они всегда все равно ограничены какими-то, наверное, рамками. Вот. Я, например, в жизни я люблю мало блеска, но я всегда задумывалась о том, что у артистов много блеска на сцене. И потом я сама же себе отвечаю на этот вопрос. Наверное, со сцены это необходимое условие для сценического образа. Но замечания есть, я так понимаю. Со вкусом ли одеваются наши артисты? На ваш профессиональный взгляд сугубо, кто самый классный из наших артистов одевается? Планирует образ Майя Нафиевой. Çok sağ olunuz bugün kelgeniz için. Umut etemiz ki sizin kolleksiyonunuz, sizin yapkan işleriniz bütün dünyaya belli olur. Biz bunu pek istedik ve Kırım Tatar moda industriyası inkişaf eder ve yüksek basamaklarga koterilir. Bizde ise bakşışlar var. Evet. Kırım kahvesi
Максус мусафирлерimiz için Nezetliden nezetli. Kelgeniz için çok sağ olunuz. Білесің, Севиля, кімерде яшайыш ярамазлық яптыра айпымызге. Кімерде адамлар белі олалар, сон білмен бір ерлерге, yok olalar bir yerlerge keteler. Ben şimdi ağlayacağım. Ne oldu? İşte yaşayış aslında yaramaz bir şey ve aynı şu sebepten yanı rubrikamızı takdim etemiz. Yani bir vakitleri belli olgan yıldızlarımızı, artistlerimizni tapıp olar hakkında birkaç söz aytacakmız. İşte kabul etiniz, kaydasın şu rubrikamız. Ve aslında bilesizmi, buna tahminen 10 yıl evvelsi ben böyle belledim ki sanki bizim show business osub başlay. Çünkü anda öyle bir parlak artistlerimiz, endi yanı yıldızlar hakkında işte başladık. Onların arasında o Güzel var idi. Var idi. Da Dilaver Çabanov, Var idi. Dilara Mahmudova, Riza Grant, Aliye Civan, Fatima ve elbet birkaç artistler hakkında afsus ki biz malumat tapamadık. Mesela Riza Grant kayda bilmeyimiz, Aliye Civan kayda bilmeyimiz, Dilara Mahmudova hakkında bilmeyimiz. Lakin men Tunev'in 2 yıldızlı laf ettim. Bu Dilaver Çabanov ve Güzel. Kana Dilaver Çabanov'dan başlayalım. Dilaver Çabanov demek İspanya'da yaşa, İspanya ve Portugalya. Demek kışta o İspanya'da, yazda ise Portugalya'da yaşa. O böyle bambaşka bir sahada ama aytdı ki Kırım'ı er vakit sağına, show business'ını baka, yani izley, neler olup geçe, haberdar ve ayta ki inşallah gene de müzika ise onun kalbi için, yani keyif için, güzel keyif için ve ayta ki afsus ki bugünkü günde Kırım Tatar show business'ı para getirmey ve bette yırlamağa sevgen insanlar başka bir sahada çalışmağa mecburlar. Sıcak sözler bir dakikada asıl oldu diğer alem. Riza Grant hakkında birkaç malumatım var. Aslında gerçek haberler var ve oşekler var. Onlarını birleştirip böyle malumatlar var. Aslında 2014 senesi galiba asıl sanadan ketti. Yırlamay aslında başka zenatın. Toxta, o ne yırlaydı, nasıl yır? Allah Canım. Allah. Sevim. Sevim yırı. Sevim, deyim, görsem seni sayelerde. Sevim, deyim, şenlik görsem al yüzümde. İşte belli bir türkü. Evet. İşte sanadan ketti. Bazarga ketti. Bir şeyler satmağa tırıştı. Son biznes açtı. Ve yani aytalar ki eğer de şimdi onu şehirde görsen hiç tanımazsın bu adamı. Onların arasında da Elnara Küçük var idi. Elnara Küçük Avrupa'da Avrupa'da, Belgiyanın Brüssel şehrinde. İşte acayip iki balacıkını ostırtı, ana oldu. Dülberden Dülber kızcık ve oğlusu var. Sevgi için pek çok sözler aytılar. Sevgi için bu dünyada döküldü çok gözyaşlar. Elnara Küçük, sana da selamlar. Fatima'dan oldu ve o kadın, o Murat ana, o da işte bu işini elde etti. Güzel. Güzel'le men Tunev'in laf ettim. Bilemiz ki o aslında ekim, zenat boyunca ve bugünkü günde bütünlüğü kosmetologiyaga berildi. Başta bizim gönüllerimizni yırlarla kızdıraydı. Şimdi ise etrafını güzelleştiriyor, kadınlarını güzelleştiriyor. Lakin Güzel yırlamağa devam etti ve hatta birkaç yır yazdı ve o vaat etti ki Katık şovusuna o mutlaka yakın gelecekte gelir. Çok severim şu Kırım'ını. Altında başlı buğdayı.
Бізде есе асылында шоу-бизнесні бүгін насыл мұсафирлер еле музакер етежекміз. Бұл инсанлар, бұл санатының бір қысымыны енді böyle қаплап алған артистлеріміз бүгін студиямызда олажақлар. Олар пек фаал çalışалар. Нелер япалар, насыл етіп асылында бұны бежерелер, клиплер meselesi hakkında, yırlar meselesi hakkında konuşacakmız. Айт, кім бүгін бізде олажақ? Кімден башлайық екен? İşte бірінші давет етілген мұсафырымыз өз карьерасыны балалықтан башлады. Әмде яқшы етіп башланды ве аледа біз оны севеміз, білеміз. Мұна бөле қатырлаймыз. Мұна бөле қатырлаймыз, ләкин шынды сюрприз олажақ. Не айтайық? Арсен Бекиров бүгін бізге қосылды. Арсен Бей. Hoş geldiniz. Арсен Бей бізде Қырымда нам қазанған артист. Татарстанда нам қазанған артист. Oldu? Oldu. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bu musafirni men pek sevem. Yırlamağa, yolun yırlarını pek sevem. Gerçek aytsam bir yeri benim kalbime tokuna ve o pek faal iştirak etti. Kliplerini biri артından o çıkarabilirsin mi? Söz sırası klip çıkarlardan en çok klipler o da. 100% şubesiz. Kim hakkında aytamız biz? Arsen Osmanov saygılı dostlar. Arsen ağa. Yaşasın benim halkım. Hoş geldiniz Arsen ağa. Halim Bey. Арсен ага, ваш хатых я назвал Алчачих Эвнен Баревдзес хатых. Вот так вот. Вы у нас очень популярны в Армении. Нечунки yok. And Арсен ага Бекиров, ваш хатых. Мы тут вспоминали вашу детскую карьеру, и мне почему-то тоже вот... Давайте начнем так. Я скажу ингредиент, а вы свое предположение, как бы он назывался. Здесь морская соль. Правильно! Гемиджи яда топус хатага. Аштат olsun. Siz bizge bahşiş getirdiniz. Поле чудес дугул bu. Doğru anladınız bu katık şoy. Katık şoy ama katık şoy katık fashion'ga geçiyor. Крутите барабан. Senden başlayacağımız. Wow. Передавай. Dülber laflar ayttın da onun için. Arsen ağa. Toxtağızda sualler olmadı. Yok bu başka programaga bu. Kaymak başka programa. Kaymak bu. Yok katık sizge mına. Katık şovga kelgende katık getirmek gerekmez ekan. Sağ olun. Sağ olun. Çok sağ olun. Demek ki katıklayacağımız. Bizge 4 tane kaşık gerek. Kana bakayım. Katıklamağa evet. Katık. Güzel. Ana. Sağ olun Arsen ağa. Birinci kere aslında Pek kuvandırdınız evet. Yo, sana bugün ende ikinci kere bakışlar. Bugün aslında bizim musafirler bakışlarına kele, nasıl güzel, nasıl hoş kele. Şou biznesimizde pek çok problemler var. Aslında şou biznesimiz var demeye mümkün mü? Şou biznesimiz var. Zayıfça ama var. Demek ki biz nasıl yırlar yırlayımız, nasıl urbalar kiyemiz, nasıl çıkamız, canlı yırlayımız mı, yok mu? Kelişem, kelişmeyeyim. Bizge bu yırlar al verecek var mı, yok mu? Odan başlamak gerek. Men aytacağım yok. Şou biznes bizde yok. Bazıları aytalar biznes var, şoumuz yok. Doğru mu bu ibare? Чистой воды меценатство. Вот почему, вот всегда я слушаю нашу попсу, если она есть. Почему мы всегда отстаем вот в музыке, во вкусах музыки. Когда мы слушаем музыку, она нас не цепляет. Мы ее в машине не хотим слушать. Ну, редкие, конечно, бывают исключения. Наша молодежь ее не слушает. От чего это зависит? Почему мы не умеем делать качественную, классную музыку, которая бы вот цепляла? Ну, потому что это очень емкий процесс. На одну песню уходит невероятное количество времени. Вот, допустим, мой план в год – это 2 песни. Всего 2 песни. Авторские. Ну, конечно, чтобы текст родился, музыка родилась, чтобы записать это, аранжировать, а потом еще какое-то видео снять. Ну, минимум полгода – это в хорошем. Соответственно, когда ты уже начинаешь этот процесс делать, вот здесь не доделаю, вот здесь чуть-чуть. И вот где-то везде недоделки, поэтому вот оно не цепляет. А каждый из элементов должен быть на 100%. Слова, музыка, аранжировка, живые музыканты и вообще образ одной песни.
А сейчас вот здесь записал и быстренько, давай. Почему быстренько? Не-не-не, в чем проблема? Почему быстренько? Но все стараются как-то быстренько. Кто старается? В мае месяце запустить, чтобы к сезону успеть. Опять свадьбы, да, у нас? сейчас Я вообще свадьбы? так не подхожу. Вычесывать вещи, только потом давать слушателю. Арсен Ага, вот ваши клипы, вы их настолько много снимаете. Кто вам пишет сценарий для клипов? Как это все вообще Это сейчас происходит? будет очень громко звучать, но есть один человек, я его знаю лично. То есть весь сюжет прописывает отдельный человек. А сколько уходит, чтобы снять вот, бюджет одного клипа? Бюджет всегда бывает разный, от локации зависит, от сценария зависит, от задействованных артистов зависит, от того, той театрализованной постановки или нету ее, или она минимальными затратами. Насколько у тебя... Я все делаю за свои деньги, поэтому я могу за это честно говорить. Мне обходится, ориентировочно, среднюю цену скажу, где-то 70. Средняя цена. То есть за 70 тысяч можно снять клип? Да, бывает меньше, бывает больше. Тут в зависимости от того... Я вам больше скажу, что очень большая помощь. Допустим, я снимал самые первые клипы с Левером Дваджиевым нашим. Вот, с Левером снимали. Потом я снимал с Аметом Умеровым и с Аметом Бекировым сейчас снимаю. Если вот кто-то захочет прийти записать песню, что для этого нужно с собой взять человеку? И сколько? Сколько? Нет, да, правильный вопрос. В первую очередь, продюсирование текста, продюсирование музыки, продюсирование записи, сведения, микса, потом уже только передача продюсеру видео и так далее, то есть режиссура. Сценарий всегда пишу я сам на все свои клипы. А сейчас вот смотрю, YouTube-площадки, они очень, конечно, хорошо развиваются, и в планах у меня действительно есть. Но что-то такое дорого-богато. А ты на свадьбах поешь? Нет, только по очень-очень хорошему знакомству. Это такой, мне кажется, редкий вид, да, когда артист не поет на свадьбах. Краснокнижный Да. Арсен. Арсен Ага, как вы относитесь к тому, что артист поет на свадьбах? Я соглашусь, Маехану, по-моему, говорила, что это такая же площадка, как и все остальное, то есть должны работать. Просто там наш народ, там наша культура. Другой вопрос, что мы поем там. Мы должны сцену на свадьбу нести. Люди тебя зовут как артист. Да, как артист. Там просто ты появляешься, и ты должен быть артистом на свадьбе. То есть тебя должны хотеть видеть, слышать и так далее. Что я вот бы хотел сказать по поводу свадеб, да, вот, что меня сильно просто вот выбивает? Фонограммы, плюсовки. Это когда я попадаю в гости и вижу, Зенат Дашун, да, вот стоит и под плюс поет, это вообще просто, это не конкурентно способно. Вот я бы к этому сказал. Кто вот у нас на свадьбах выступает, танцор не может под голограмму танцевать. Я всегда да? говорю, что нет уже 3D танцора. Почему Да. танцор должен всегда выкладываться, танцевать, да. а артист может прохалявить? Это вот самое большое требование. Понятно, что есть нюансы, что приходя на свадьбу, там, может быть, там акустика, там летит звук, там, я не знаю, некачественная аппаратура, понимаете? Но я считаю, что лучше плохо, но живьем. Во-первых, сейчас, Аллаха чохшкур, у наших музыкантов, те, которые работают на свадьбе, вот шикарная аппаратура. Да. Мы порой даже жалуются люди, что громко там и так далее. Или там некачественно. Нет, у них очень качественная аппаратура. Как бы все работают качественно. Просто нам надо работать честно. Петь и все. Вот, честно. Совершенно верно. В открытую, честно работать. Ничего, пусть будет где-то фальшь, где-то какая-то... Ничего, народ это поймет. Но поймет, что вживую. Ты должен петь. И люди тебя приглашают для этого. Иначе, я думаю, что у музыкантов есть твой плюс, и они его поставят. Вот и все. Арсен Ага, как вы думаете, не падает ли интерес к артисту, видя его каждый день на свадьбах? Если он заходит, скажем, таким, да, современным сленгом, вот если он заходит, то есть если он нравится, его могут на, кыз тарафында, оғлан тарафына чағырма, doğru? Или наоборот, допустим, не понравился, я не знаю, не было такого случая, я во всяком случае не знаю, когда был отказ, но если это нужно, то зовут, если это интересно. Но у меня есть такая фишка, я не могу вот каждый день, вот сегодня здесь пел, и завтра там,
одно и то же петь. Для меня это. Я как-то должен разнообразить этот материал, потому что, люди разные, да, а есть свадьбы, где одинаковые люди Поэтому собираются. интересно, и да. ты, Поэтому и интересно. люди, ты каждый раз должен что-то новое преподнести, ты какой-то должен быть другой. Потом... Я был у вас в гостях, и в одной из частных бесед с вами за чашечкой кофе вы поделились очень интересной историей про то, вы часто ездили в Армению, у вас там очень много друзей, и на каком уровне вас там встречают? Армения – это, и армянская музыка, армянская культура, исключая Комитаса и Саятнова, ихних композиторов. Это, в принципе, Алиэкспресс турецкий. То есть это подделка. Очень много взаимствованного, очень много ворованного, чего не желаю нам сейчас, сегодня, нашим артистам. Я хотела сделать одну турецкую песню, даже может, не турецкая, больше азербайджанская. И я обратилась к нашей Леняр Селим. Она говорит: Афизе Ханум, в репертуаре любого артиста, тюркского мира, да, есть песни разных тюркских народов. В этом ничего дурного нету и плохого нету. И мына сайламая башлаганда халк түркілері, әрекетлі түркілер, танцевальный, да, халқымыз, халк ерларымызда жоқтыр aslında. Çünkü gamlı türküler hepsi asırlar devamında tarih taraftan bilemiz halkımız ne çekti. Onun için mecbur olamız, aslında mecbur olam bir şey araştırmaya. По поводу авторских песен, да, яңы yazılған түркілер. Bizim бестекарларымыз, не отвечают песни, будем так сказать, крымско-татарскому колориту. Я опять-таки скажу, почему это происходит, потому что нет базы народной музыки. Темели yok. Olmagan son современный türküler de çıkmaya böyle Kırım-Tatar türküler. Кавер olsun. Ama качественный кавер olmak gerek. Я не против каверов, я не против. Только мы же сейчас совсем уже в каверах. То есть это не просто у нас есть кавер, а у нас просто сплошной кавер. Надо, значит, писать Подождите, современным. давайте я так скажу. Аравай-вай нормально у нас на свадьбе? Нет, стоп. Это кавер? Песня возникла, скажу. Нет, стоп. Скажу, нет, расклад простой же. Песня возникла как? За столом, это армянская беда, вай, вот так и начал, какой ты там шашлык принес или что-то, вай, пошла песня. Теперь мы что, на свадьбе должны это петь? Нет, конечно. Так вот вопрос, и все, на этом, а оно же дошло до того. Поэтому нам сейчас, пока не поздно, и причем не только артистам, артисты должны сами Я опять говорю, я начну с себя, что вот каждый пусть себя начнет и разберется, надо ли это, может в этом нету надобности сейчас. А у нас объяснение одно: people хавает. Так нельзя. Вот это, мне кажется, самое страшное, когда говорят... А я же оппонирую, да, Арсенова? Да, давай, я считаю, Арсен. что аравай и аравай. Это же... Нет, я сейчас объясню. Это же свадьба. Люди же отдыхают. Они же кайфуют или что? Я не согласен. Я не согласен. Не согласен, потому что у нас уже... такое закрытое помещение никто не услышит и нигде не увидит. Закрытое Но он помещение, хочет 300 аравай человек. услышать. Да, это же Инстаграм. Это не культивировалось, чтобы я к этому имею в виду. Брат, Если смотри. у него любимая песня с детства была аравай... У нас, знаешь, как для Вердваджиев говорит? Да. Песня под люляшку. Съел люля, пошел плясать. Вот такие песни. Нет. Главное, чтобы это все не вырвалось куда-то вот... В смысле, после люляшки? Нельзя так. Я имею в виду на сцену. То есть доел люляшки, он вырвался на танцпол. Хатых на выезде. Нет, просто надо понимать, что если мы говорим о культуре, то это о культуре, правильно? Чтобы это не получилось так, что мы вошли в какой-то балаган и начали петь какие-то песни, которые... Это должны в первую очередь наши слушатели понимать. Стоит продвигать форматы подачи помимо свадьбы, потому что свадьбы уже приелись лично мне. И в моем понимании свадьба – это когда уже родителям лень идти, и они продвигают свое молодое поколение, чтобы познакомиться со знакомыми и близкими. Но не тот формат, где я бы обогащался культурно музыкой. А почему нет других форматов, когда я с удовольствием могу одеть свою супругу, одеться сам, одеть Анашку,
и пригласить на какой-то концерт, мероприятие, которое в Крыму. Пока у нас не появится полноценное телевидение, полноценное радио, полноценные площадки для концертов и так далее, у нас этого не будет. Ну вот для артистов какие площадки хотелось бы, например? Вот чего нам не хватает? Ну, естественно, у нас кроме свадьбы, там каких-то точечных концертов больше ничего нет. Вот смотрите, я так скажу, я не критикую свадьбу. Давайте так договоримся. У меня очень много друзей, я сам свадьбы играл, то есть, ну, много времени. Это очень хорошее мероприятие, это семейное, наше, доброе. Все, ну, просто есть определенный круг артистов, который зацикливается на этом. Запиши мне фанеру, чтобы качала на свадьбе. Да. Запиши мне песню, чтобы она прокачала. Ну, вот про это и говорю. Нет. Книжная ярмарка. Но это одно мероприятие в год было. Давайте признаемся. Один человек ничего не сделает. Нам Нет, мы только вместе это созваниваться, делать что-то, какие-то площадки находить. У нас есть опрос. Арсен Ага, Арсен. Мы вышли на Пока улицу. есть Арсен Ага, я всегда Арсенчик. Да. И узнали у наших слушателей, у нашего народа топ-3 артиста. Кого они больше всего любят слушать. Что они сказали, какие они нам дали ответы, давайте послушаем. Топ-3 крымско-татарских артиста на твой вкус. Первое место Рустем Куртмеметов. Второе место... Алим Куртмеметов. Нет, Нариман Балич. И третье место Асан Белялов. Это Элина Сосновская, Нариман Балич и Асия Сале. Эмине Мустафаева, Сервер Какура и Риана Таркова. Ситаблам Иметов, Делевер Ситаров, Урене Кинджикаева. Чок сағыл. Я согласен. Бибек, Джамдин. Ну вот растущая звезда. Сегодня она вела мероприятие Насия. Насия Джипарова. Да? Да, вот. Сервер Какура, Афизе Касара и Рена Таркова. Рустем Меметов, Гулизар Бекирова и, наверное, Зарема Ханум. Рустем Куртмеметов. Не-не-не, кроме членов семьи. Диджей Бибек, Асия Сале, Рена Таркова, Джандим. Ты одного скажу так. Это ты. Так, Ситабла Меметов. Так, Асия Сале. Асан Белялов. Супер. Риана Таркова. Навер Ситаров. Меня Джевдетова, Делевер Ситаров, вот, Ситабла Меметов. Мне лично по детству очень безумно нравился, до сих пор нравится. Я фанат Февзи Белялова. Мне нравится творчество Рианы Тарковой. Кого бы еще так взять? Эдип Ага, Бахшисарайлы. Первое место у меня Элина Сосновская, Асия Сале и пусть будет Афизе Касара. Но я бы еще добавила диджея Бибека, Арсена Усманова. Все равно пусть знают, что их... Ну что ж, мы сегодня услышали топ-3 крымско-татарских артистов. Нам повезло, мы узнали это мнение не только у зрителей, но и у самих артистов. Какой вывод можно сделать? У нас маловато новых имен. Новые имена. Где вы? Ну, не обидно вам? Нет. Вообще не обидно. А ваш топ-3 артистов? Ибрагим Татсес. Недавно покинул нас Арам Артиросян. Арсен, Да. давай наших только. Ну, а только наших. Значит, Арсенала можно было по всему миру, да? Ну, у меня мой топ – это ансамбль «Крым» мой, конечно. Нет, давай не ансамбль, отдельно. Нет, ну, это вот все артисты там, ну, топовые наши сейчас. Вот. Это за один считаем, да? Да, за один. Все, есть. Из мировых я люблю очень... У меня Стинг на первом месте всегда. Второй – это Стиви Вандер. Ну, а по традиции мы должны посмотреть клип и обсудить его. И мы сегодня решили посмотреть клип Арсена Гаусманова. Как Давайте вы на это посмотрим. смотрите, Арсенова? Ana babana evlatsın ama böyle baksan sanki tatlı melek ama da inatsın ana babana evlatsın ama böyle baksan sanki tatlı melek men sana ah benim nasıl güzelim darılma gel yanıma herkesni yaktım mavi kozlerin kul sen sana yaraş ama sen inatsın ana babana evlatsın ama böyle baksan sanki tatlı melek.
Так, Арсен ага, на этом остановимся. Вы начали с ребенка, с больших кукол, такой, да, детский парк, и перешли к автомобилям. Немножко смысл объясните. Идея возникла, что айталар эрвахат сен ялыбой инатсыны. Связано больше, конечно, с ялыбойларнен. Инат олалар, дедегим дедек такие. Сначала, естественно, этот ребенок такой вот упертый, вот он непослушный, вот все им не так, вот там велосипед не то, вату хочу, но не буду кушать. Да, и на костери. И я в конце концов, мы понимали, что там была сцена, где на улице музыканты играли там, да, но она не вошла в клип. Теперь переход к машине, да, то есть я понимаю, что мне надо куда-то, я уже устал, мне куда-то надо идти, ехать, куда-то убежать от этого всего, потому что я уже буйнатлыгным бездом. То есть я убегаю. Тут, естественно, по дороге встречаю знакомого, который вдруг сломался. Я ему там подсказываю, типа, как будто я там автомобильный мастер. Ну, хадарлык, что бензонасос подкачать мы можем. Приезжаем, да, как раз там, где ждал меня много-много девочек, которые, ну, танцоры наши. Да, очень интересно. Честно скажу, мне этот клип не понравился. Да, это нормально. Вот. Песня, да, под нее, в принципе, я бы танцевала. Но сюжет мне непонятен был, к чему машина, к чему эти танцующие в шортах в конце девочки, одетые очень так не по тренду, не модно, очень так устаревшие. Мне кажется, нужно немножко над стилем, может быть, поработать. Может быть, но не всегда слышат. Не всегда есть возможности. Ну, то есть, либо я должен их одеть, либо какая-то компания должна их одеть, либо я должен... Ну, я отходил, честно скажу, от национального, как бы, потому что этим занимают. У нас есть артисты, которые снимают в национальном, там, ну, есть с танцорами, есть вот именно с какими-то, ну, Дервишевы там снимают и так далее. То есть это нормально, должно быть и то, и это. Ну, когда ты говоришь, что оденьтесь современника, ну, ты объясняешь это хореографу, там, организатору, там, руководителю, ну, а там уже у кого какие возможности. И ты уже соприкасаешься на площадке в день съемок, и ты понимаешь, что ты, ну, бессилен уже там что-либо. Ну вот опять-таки из-за наших возможностей мы опять это делаем тяп-ляп, дешево. Нет, я тяп-ляп не делаю, но они отрабатывают свое правильно все. Другое дело во внешнем виде. Вы говорите, хотелось отойти от традиционного национального, что-то современное. Но я хотела не конкретно про этот клип, и я не смогла сейчас внимательно посмотреть, до этого не видела. А вот в принципе в песне, вы говорите, вот в клипе пытался отойти от традиционного, но в самой музыке все равно чувствуется, да, что это наша музыка, конечно, элементы есть и так далее. И вот мы, например, нашим дизайнерам задавали вопрос, хочется такой же вопрос задать и вам. Обязательно ли в нашей музыке, это же современное у нас сейчас, да, обязательно ли, я не трогаю фольклорный ансамбль, ни в коем случае, это обязательно нужно, это то, что, ну, Аллаха Чушкур, мне кажется, эта сторона у нас, ну, на таком очень хорошем уровне. Но вот в современные композиции обязательно ли туда нужно элементы национального нашего крымско-татарского в музыке? Вплетать, да. Потому что, на мой взгляд, мне кажется, что сейчас современные артисты, многие, даже, может быть, или стесняются, или боятся что-то писать, потому что обязательно сразу, ну, вот это ничего нормально, но если бы было бы на крымско-татарском, было бы тогда хорошо. Неважно, качество хорошее или нет, может быть, это не очень хорошее качество. Главное, переведи на крымско-татарский, и тогда ничего пойдет. А мне кажется, наша молодежь просто не хочет это слушать. Это некачественно, это неинтересно, это очень просто... Главное, чтобы было на крымско-татарском. Главное, чтобы с элементами крымско-татарского. И ничего, что некачественно. Как вы считаете? Согласен. Нет, очень хороший вопрос. Если песня пишется на крымско-татарском, то она имеет корень, и ты уже поешь ее осмысленно на крымско-татарском. Если ты пишешь на крымско-татарском, потом говоришь, ну переведи ее там, или написал на русском, переведи ее на крымско-татарском. Да не будет она нести такую, ну, информацию такую нести не будет. Это раз. Второе, касательно музыки. Мы должны элементы использовать. Это делают в мировом масштабе звезды американской эстрады, я не знаю, Европы и любого места. Они засовывают инструмент ут, вот знаете, такой грушеобразный ут, дудук. Это давным-давно используют, и это нормально. То есть они используют Восток, а мы, имея это под рукой, и мы должны вносить это обязательно, мы должны подчеркивать свою идентичность. Почему мы, вот я еду в машине и слушаю какого-нибудь Идота Атласеса, сына того же Ибраима Атласеса, почему не включаю крымско-татарскую музыку, почему не цепляет? Я недавно
с Турции после этих всех фабрик вернулся домой и поехал по гостям. В каждой семье, к моему приятному удивлению, и ваши клипы, и ваши программы, это все то, что... Это сейчас не опрос. Это все то, что греет душу определенной возрастной категории. Я 4 месяца прожила в Турции. Да, вот вы говорите, поехал по гостям, все, и у всех дома играет. Честно, я, например, здесь редко смотрю наши крымско-татарские клипы, которые даже снимает там Харадани. Они классные, все, у меня вопросов нет, но я их здесь смотрю редко. Я 4 месяца находилась в Турции, попала в тотальный локдаун. Просто это были отвратительные 4 месяца, потому что все было закрыто, из дома выходить нельзя и так далее. Я вам клянусь, дома асретлик настолько чекты, что мы всей семьей сидели и смотрели Хараденис Продакшн, клипы, которые были сняты в Евпатории, в Дживале, да. Я просто сижу, у меня то слезы текут, то я танцевать хочу, потому что бешеный асретлик чеки. Вот почему-то здесь, да, чекми, потому что без милита зарасын, да, да, дэр-йог, говорят же, дэр-йог. А там ты выезжаешь, и у тебя вот этот храм, он такой выглядит как дженет гибибирьердер, вот так вот. Ну сейчас нас поймут, кто в Ирландии, кто... Да, и вот эти все, вот да, все, кто нас будет смотреть сейчас, кто уехали, многие, большинство уехали, я вам гарантирую, Эркес баха, эркес гозяшларны токе, асретлик охадарда чеке. Да, и безумлары, да. Безумлары ватанымызда беклеих. Ну, это обновленные вернутся. Апгрейд будет, они обновлятся, и программа обновится и вернутся. Ну что ж. Очень интересно получилось. Ama bizde mına yangi yıl endi keldi ve бет артистлерimizni davet etib, yersiz biz sizni berib olamak. Arsen, sen bugün pek az laf ettin. Belki de yırlayın. Bir sırrını açayım. Sevila, bir sırrını açayım. Aytma dediler ama aytmasam olmaz. Çünkü bilem de bunu aytmasam olmaz. Bugün bilesin kim bizge koşuldu? Hoca ve onun talebesi. Да. Şaşılacak şey. Ana öyle sonra. Absurd. Ben şimdi Sen hocalık hocalık yapalım. Ana şay. Siz okumağa girdiniz. Okuysunuz. Зачеточка. Я хочу к тому, что сильно не критикуйте. Нас действительно очень мало. Хочется именно много всего. А вот, а он же твой конкурент. Да какой кто кому конкурент? Я вас умоляю. У нас вообще конкурентов друг другу нет. В какой-то нише 1 или 0 вообще. Каждый свою нишу должен занимать. Bu mevzu hakkında saatlerce laf etmek mümkün ve aynı katık şovusu onun için yapıldı, onun için yaratıldı. Daha çok kereler bu mevzularını müzakere edeceğiz. Geldiğiniz için çok sağ olun. Yer olacak mı Arsen? Sen olacak evet. Pek isteyim. Mında da sımarlama mümkün eken ya. Ama keldi başta bir musafirlerimizni biz de bakşışlar hazırladık sizge. Yok, katık için sağ olun. Evet. Bizim tarafımızdan da bakşışlar var. Kırım kahvesi. Degan bir kompaniyamiz var. Sağ olun. Ve Kırım kahvesine teşekkürler bildiremiz. Çok sağ olunuz. Daima beraberliktemiz. İşte afiyetler olsun. Endi evde aman içeriz. Когда-то в самом старом клипе, о котором так много сегодня говорили, у вас был пиджак. Не знаю, этот ли или нет, но очень похож. Ну, цветок точно не этот. İşte hürmetli musafirler, hepinizge balalıkka dalmaga tavsiye etemiz Arsen Bey'nin yardımı ile. Buyurunuz. Saklangan karlar ev yağa, geniş yazlarda, seçim şamada. Her yer bembeyaz, sanki bir yorgan. Ayaz var biraz, yüzler kızargan. Ayaz var biraz, yüzler kızargan. Tezden yanı yıl gelip çıkacak. Bugün bizlerde bayram olacak. Kimdir çete oturgan, gel bize koşul. Hepimiz için hayırlı yanı yıl olsun. Sağ olun. Çok sağ olunuz Arsen Osmanov, Arsen Bekirov, saygılı dostlar. Belki de biraz olsa da show biznesini katıkladık, hem de mayladık ve bu mevzunu biz mutlaka devam
etermiz. Yangi 2024 senesine hoş geldiniz ve aytende bir kaç Elbette. Da bir kere yılbaş bayramlarınız hayırlı olsun. Keliniz bu sene, bu 2024 senesi hepimizge kuvvanç, baxt ve birlik getirsin. Ve istidatlı Dülber'den Dülber türküler, video işler ve ilahri. Katıkta görüşkence dostlar.